Это новости спорта. Здравствуйте. Якутский стрелок Аял Макаров стал обладателем золотой медали на Кубка России по компакт-спортингу, выбив 187 очков из 200 возможных. Также спортсмен стал обладателем серебряной награды по итогам выступления за сборную республики на командном первенстве Кубка. Вместе с ним стрельбу вели Артур Николаев и Евгений Шишигин. Напомню, в мае Аял Макаров одержал победу на чемпионате России. Затем выиграл абсолютное первенство 7-х спортивных игр народов Якутии в Амгинском Улусе. Ну а в Чорапчинском Улусе 16 августа пройдет турнир по национальному многоборью Кыдала-Нюлара. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Как отмечает организационный комитет, особенностью турнира станет то, что в нем примут участие только уроженцы Чорапчинского Улуса, а также спортсмены, живущие и работающие в районе. Программа соревнований будет состоять из 5 дисциплин: борьба хапсагай, тяга саней, якутская вертушка, переноска бревна и бег на 400 метров. Победитель турнира получит 300 тысяч рублей, ну а общий призовой фонд составляет 600 тысяч рублей. Дым от пожаров не помешал проведению 21-го туристического слета молодежи Мирнинского района. 3 дня команды предприятий и организаций Алмазного края испытывали свои силы в физической подготовке и творческих конкурсах. Подробнее в материале наших коллег. 3 дня соревнований в дыму от лесных пожаров. Традиционный туристический слет молодежи в этом году провели в 21-й раз. Туристический слет нынче один из этапов так называемого спортфеста – спартакиады молодежи акционерной компании «Алроса». Поэтому команды, занявшие призовые места на турслете, поднимутся в общем зачете спортфеста. Спортфест состоит из 4 этапов. Первый этап прошел в плавательном бассейне «Кристалл». Это старое, старого формата, но новое название – «Алмазный дельфин». Второй этап у нас прошел автоквест по городу вместо «Зимушки зима». И вот 3-й этап – туристический слет, а 4-й будет уже в городе кроссфит. Главное соревнование турслета «Полоса препятствий» состояло из 3 частей. Одновременно стартовали по 2 команды. Всего за первенство боролись 20 сборных от предприятий и организаций Алмазного края. Нового добавили ролик. Это команды пристегиваются и вниз полетят по веревке. Новое, что ориентирование больше сделали точек, чтобы было интереснее, сложнее проходить. Нового, что еще у нас нового? И новый этап стремя, где команды сами себе делают петли и проходят тоже как параллельную переправу. В этом году сборная Ленского ПТС не оставила шансов на победу мирнинцам. Команда «Экстрим-2» стала чемпионом 3-го этапа спартакиады молодежи акционерной компании «Алроса». На 2-м месте туристы Мирнинского управления автомобильных дорог и замкнули 3 призеров бригадиры Нюрбинского ГОКа. Напомним, что нынешний турслет – последний, который проводит объединение молодых специалистов. Начиная со следующего года его будут организовывать уже под эгидой культурно-спортивного комплекса «Алроса». Анна Винокурова, Злата Курбанова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Футбольный клуб «Рубин» одержал победу на своем поле над грозненским «Ахматом» в матче 3-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. Единственный гол матча на 73-й минуте забил исландский нападающий казанского клуба Видар Кертансон. В турнирной таблице чемпионата «Рубин» идет на 3-й позиции, имея в активе 7 очков. «Ахмат» расположился на 13-м месте. На счету команды 3 балла. В следующем туре «Рубин» примет московский ЦСКА. Матч состоится 4 августа. Ну а «Ахмат» днем позже сыграет с Оренбургом. Российский голкипер Андрей Василевский подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа Бэй». Контракт, рассчитанный на 8 лет, начнет действовать с сезона 2020-2021. Согласно нему, голкипер будет получать в среднем $9,5 миллионов США в год. Таким образом, Василевский станет 3-м в списке самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ после канадца Кари Прайса из Монреаля и россиянина Сергея Бобровского из Флориды. Напомним, по итогам прошлого сезона Василевский получил приз лучшему вратарю лиги. Российский боксер Александр Поветкин планирует провести следующий бой 31 августа в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС. Главным событием вечера станет поединок между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом за 3 титула чемпиона мира. Всего в активе Поветкина 34 победы и 2 поражения. Россиянин в последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года, проиграв техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни якутского и российского спорта.